Поистине, из самых великих даров Всевышнего нам, этой умме, пребывание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, среди нас, а также из больших даров Всевышнего является то, что Он даровал возможность для посещения любимца. О верующий! Когда Всевышний вселит в сердце твоем свет любви к посланнику, и ты поднимешься сразу, и Аллах облегчит все причины для тебя, и ты направишься для посещения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в Медину, озаренную, чистую, благоухающую. Ты знаешь, что это дар для тебя, и когда ты направился, соберись мыслями, читая благословения и приветствия. Будь ты в машине, или в самолете, или в чем-либо другом, ты займись многочисленным благословением и приветствием пророку, саллиллаху алейхи вассалям, размышляя об его истории и образе жизни, чтобы побудило в тебе страстную любовь к встрече с ним. И после, когда ты прибыл в лучезарную Медину и вошел к этому благодатному господину, ты искупайся и используй благовоние, и надень самую хорошую одежду, которая у тебя есть, ведь ты направился к твоему пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и когда ты зайдешь в мечеть пророка, ты заходи с правой ноги. Если ты сможешь, то будет превосходным зайти через дверь Ас-Салям или Ар-Рахма. После направляйся в сторону почетной раузы и соверши намаз 2 раката. Если тебя охватила страстная любовь, и ты направился к окошку пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то в этом нет ничего страшного, а превосходным является, чтобы ты совершил 2-ракатный намаз, и если это будет в рауза, то будет лучше. И после, когда ты встанешь перед господином, перед благоухающим окошком, ты представь этого возлюбленного пророка, саллиллаху алейхи вассалям, ведь он живой, как рассказали нам, что пророки живы в своих могилах и совершают молитву. Он прошел возле одного из пророков, как это передано в Сахих, и поприветствовал. После ты встань перед ним и представь, что он перед тобой, и отправь ему салям и свою страстную любовь и приветствие. И ты опиши его качествами, которыми описал его Аллах, и украсил его ими. Сообщи твою заботу, твою жалобу и твою любовь, и отбрось все порочные мысли, следуя за словами Всевышнего. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли бы к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха прощающим и милосердным. Читай этот аят перед ними, затем попроси у него, чтобы он попросил за тебя прощения. Действительно, если наш господин Мухаммад попросит прощения для тебя, то Аллах простит тебя большим прощением. Ведь пришло в хадисе, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, просит прощения для уверовавших, и когда будешь в этом месте, то ты обратись со всеми мыслями, которые в твоем сердце, затем делай дуа для его уммы. Из того, что сильно радует почтенное сердце пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это то, чтобы ты делал дуа для его уммы, чтобы Аллах облегчил умме и чтобы улучшил их состояние. Затем, не оборачиваясь спиной к окошку и не оборачиваясь спиной к пророку, выходи, как бы не желая выходить с этого места, и проси Аллаха, чтобы не сделал последним годом. Соберись с мыслями, намерением твоим и целью твоей перед окошком пророка, саллиллаху алейхи вассалям, так, что ты пришел возобновить свой договор и присягу между ними тобой, послушанием ему и следованию его сунне. Затем выходи. Если он почтит тебя этим, то ты получил большой успех. И не забудь упомянуть в своем дуа мусульман. Скажи: